Александр Иванович Герцен сказал, что библиотека – это запасный магазин, где одни люди оставляют свои мысли и открытия, а другие берут их в рост. Эти слова актуальны и сегодня. Несмотря на многочисленные возможности, которые предоставляет интернет и другие современные технологии, библиотека сохраняет статус главного источника знаний. А первой библиотекой считается собрание глиняных табличек, которые были найдены в вавилонском городе Непур приблизительно в 2500 году до нашей эры. Первые публичные библиотеки на Кавказе начали появляться в начале XIX века. Они создавались представителями царской армии на Кавказе в целях профессионального и нравственного развития военных, поэтому большая часть книг была военного и специального характера. В 40-х годах XX века при военных госпиталях и лазаретах стали появляться собрания медицинских книг. Вопрос о наличии библиотек на Северном Кавказе до XIX века еще не до конца изучен. Предполагают, например, что первые книги в Ингушетии появились благодаря грузинским миссионерам, которые насаждали христианскую религию. Об этом свидетельствует тот факт, что в храме Тхабаирды в Горной Ингушетии был найден пергаментный псалтырь, датируемый XII веком. С распространением ислама на Кавказе книжные фонды начали появляться при религиозных учреждениях медресе. Бесписьменным был наш народ до 20-х годов нашего времени. Но тем не менее, у нас была письменность арабская, на ней писали, пока, значит, Мальсагов, Заурбек нам азбуку не создал. У нас были библиотеки небольшие при Худжире, духовные библиотеки. Ну а что касается вот современных библиотек, это, конечно, только вот с революционным движением, с начала революционного движения, только тогда существование библиотек началось. В 1920 году в Ревкоме Терской области был создан отдел народного образования, в который вошли все национализированные библиотеки и книжные фонды учреждений частных лиц. В конце 1920 года в Ингушетии имелось 4 библиотеки и несколько изб-читален. Одними из первых библиотек, вот таких значительных, которых можно назвать, мы можем назвать библиотеку Ингушского литературного общества и библиотеку при научно-исследовательском институте во Владикавказе. В 1924 году была образована Горская республика. Одной из приоритетных задач руководства было просветительство, и поэтому большое внимание уделялось созданию пунктов по ликвидации безграмотности. Избы-читальни были созданы в Базоркино, Гамурзиево, Ангуште, Ачелуках и других населенных пунктах. К 1931 году у нас было 38 изб-читален на территории Ингушетии. И вот эти названные 2 библиотеки. Кроме них, где-то в 1926 году мы можем назвать такую библиотеку, это при Ингпедтехникуме была библиотека, но это была очень малочисленная, в ее фонде около 200 книг только было, и пользовались ею преподаватели и студенты. 15 января 1934 года было принято постановление о создании Чечено-Ингушской автономной области с центром в городе Грозный, которую через 2 года преобразовали в автономную республику. Дальнейшее развитие библиотечного дела Чечни и Ингушетии осуществлялось в рамках программы ликвидации безграмотности всего населения. К тому времени, когда уже Ингушская республика вошла в состав Чечено-Ингушетии, к тому времени, с 1934 года, совместных библиотек с Чечней у нас было 193, и из них 194 изб-читален и 13 библиотек всего было на территории Чечни и Ингушетии. В 1959 году по ходатайству местного населения в селе Газиюрт открывается библиотека в доме султана Муталиева, который и стал первым ее заведующим. Таким образом, в Назрановском районе не осталось ни одного населенного пункта, где не было бы библиотеки. В Малгобекском районе насчитывалось 12 библиотек из 5 сельских изб-читален, в Сунжинском – 19. К 90-м годам во всех населенных пунктах были свои библиотеки. Была своя библиотека, была и свои работники, коллектив. И всегда, сколько я вот работаю, уже 35 лет скоро будет, у нас всегда были хорошие руководители. Всегда.
это нас просто ставило на ноги. Приходилось нам по бригадам ездить. МТФ. У нас там были красные уголки. Туда нам надо было журналы, газеты носить. Потом литературу, если там доярка или кто хочет какую-то книгу, мы должны были туда ее носить. Пешком. Километр 4-5. Туда и 5 обратно. Транспорта тогда не было. В 1975 году было принято решение о создании централизованных библиотечных систем Назрановского, Малгобекского и Сунжинского районов, в которых были объединены все библиотеки на территории Ингушетии. К моменту обретения республикой статуса самостоятельного субъекта эти библиотечные системы функционировали в том же порядке. Начало вот такое библиотечного дела национального в Ингушетии, естественно, это только созданием нашей республики было положено. То есть, ну, конечно, уже существовавшие за все эти годы библиотеки, они развивались, существовали. Но что касается вклада для нашего народа, то, естественно, это, да, только с возрождением именно Ингушской республики, государственности и созданием нашей национальной библиотеки, которая занимает очень важное в культуре нашей республики место. Постановление о создании Национальной библиотеки Ингушетии было вынесено еще в 1993 году, но функционировать библиотека начала лишь в 1995. В первые годы она носила статус республиканской и в 1999 стала национальной. Любой народ должен иметь свою национальную библиотеку и имеет, как храм памяти обычно называют библиотеку, уже это такое звучание заштампованное, можно сказать, этой фразы, но вообще-то это действительно так, потому что здесь сосредоточены все документы, в которых отражена история нашего народа, его культура, его самобытности, все, что касается истории и памяти нашего народа, здесь все это сосредоточено в различных видах документов, вплоть от рукописных и до современных электронных. Для библиотеки было выделено здание бывшего кинотеатра. Работу предстояло начинать с нуля. Как отмечают сотрудники, огромный вклад в налаживание работы и развитие библиотеки внесла ее руководитель Радима Газдиева, которая работает здесь с самого начала. Надо сказать, что на помощь в этом создании фонда пришли как начнем со своих земляков, как личные библиотеки передавались, архивы ценные, такие, например, вот как архив Базоркина, приобретались архивы, как Сайдулаева, архив Ахриева. Это очень важные для нас, конечно, фонды, но и в то же время все библиотечное сообщество российское пришло нам на помощь. Передавались фонды библиотеки, вновь создаваемые, дары от различных других центральных библиотек. Все наши соседи включились в создание фонда, другие республики Северного Кавказа. В стенах библиотеки находится универсальное по содержанию собрание документов на русском и ингушском языках. Ее фонд ежегодно пополняется и на сегодняшний день составляет более 130 тысяч единиц хранения. Ведется тесное сотрудничество с Российской национальной библиотекой, Российской государственной и Российской библиотечной ассоциацией. Достаточно долгое время у нас работает по взаимному соглашению с Российской государственной библиотекой диссертационный зал РГБ. Здесь он у нас доступен, мы можем, пожалуйста, виртуальный читальный зал, его услугами очень часто к нам обращаются, приходят, пользуются. Это очень удобно, так как нашим ученым, нашим исследователям, им не нужно выезжать в РГБ. С недавних пор в библиотеке начал работать отдел «Доступная среда», который предназначен для инвалидов по зрению. Квалифицированные сотрудники помогают слабовидящим как в стенах библиотеки, так и с выездом на дом.
Мария Плиева отмечает, что в отделе имеется современное оборудование и фонд постепенно пополняется, но этого пока мало, так как нуждающихся в специальной литературе людей в республике очень много. Также здесь работает Центр правовой информации, где квалифицированный юрист оказывает бесплатную юридическую помощь всем обращающимся. Изначально мы планировали, что будем делать это для отдельных категорий граждан, то есть предоставлять помощь малоимущим и социально незащищенным гражданам. Но получается так, что в законодательстве есть в какой-то степени пробел. Человеку, чтобы получить помощь, ему надо в соответствии с законом о бесплатной юридической помощи прийти к нам и предоставить документ, который подтверждал бы их статус. Но чтобы получить, допустим, справку о том, что они являются малоимущими, ему нужно пройти несколько инстанций, сделать запросы и так далее. Это уже как бы и так усугубляет их существующее положение. И поэтому мы решили, что в принципе не будем ограничиваться. Главная проблема библиотеки является отсутствие помещения, где можно было бы разместить все фонды по требуемым нормам. Но несмотря на это, сотрудники делают все от них зависящее для удобства читателей. Активно работает сайт, где читатель, не выходя из дома, может получить всю нужную ему информацию об интересующих его книгах. Большое внимание уделяется оцифровыванию фондов. Вся наша библиотека, она и компьютеризирована, автоматизирована. Работает Центр цифровых технологий, где у нас оцифровываются все краеведческие документы. Они важны крайне, потому как для того, чтобы нас представить в информационном мире, мы должны представить свое лицо. Библиотека является важным культурным центром. Здесь проводится много мероприятий научного, культурного, общего значения. Помимо этого, сотрудники принимают участие в различных фестивалях, форумах, встречах общероссийского характера. Вот сейчас у нас прошел фестиваль «Ингушская книга» в республиках и регионах Северного Кавказа. Мы объездили все республики Северного Кавказа, где представляли свою культуру, свою литературу, ну и, естественно, свое библиотечное дело. И в этом плане наши коллеги с большим интересом к нам отнеслись. Национальная библиотека является курирующим органом всех муниципальных библиотек, которых в республике сегодня 49. Эти учреждения входят в состав 5 центральных библиотечных систем, так называемых ЦБС. На сегодняшний день в Республике Ингушетия есть библиотеки школьные, высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений. А вот массовые публичные муниципальные библиотеки, их всего 49. Муниципальные библиотеки. Ну и 50-я центральная библиотека субъекта Федерации, Российской Федерации, это Национальная библиотека Республики Ингушетия. А муниципальных 49. Это, значит, 48 в 5 ЦБСах Назрановского, Сунжинского, Малгобекского, Жайрахского районов и ЦБС города Назрань. В каждом населенном пункте Ингушетии есть своя библиотека. Многие из них сохранили свои фонды еще с советских времен. Батыр Тичуев рассказывает, что библиотеки, входящие в состав ЦБС Назрановского района, до 2000 года входили в состав ЦБС города Назрань. В данное время фонд системы составляет 51 141 книга. Есть у нас сельские филиалы, где фонд намного больше, чем у нас в центральной библиотеке, потому что наша библиотека тоже только с 2000 года существует, а сельские библиотеки, в каждой сельской библиотеке у нас своя история, свой год основания библиотеки. У них фонд намного больше. Есть у нас Кантышевская библиотека, самая большая библиотека с самым большим фондом. Там около 19 тысяч книг. Во всех библиотеках ведутся тетради отказов, куда сотрудники библиотек заносят наименования запрашиваемых книг, которых нет в фонде. Этот список передается в отдел комплектования, где заказывают всю необходимую литературу. Также мы пополняем фонд с национальной библиотеки. Нам привозят книги. Это с книжного магазина мы покупаем книги. Есть у нас читатели, которые нам дарят книги из своей личной библиотеки. Вот недавно сейчас в Яндырскую библиотеку пришла одна читательница, подарила нам около 200 книг. Очень хороших книг. Там и справочная литература, и художественные книги.
и детские книги, ну, очень интересные книги. Кроме редких книг, вся литература выдается на руки. В случае, если кто-то не возвращает книгу, сотрудники библиотек напоминают о долге по телефону, а в крайних случаях ходят на дом. Большая часть читателей – это студенты и школьники, которые в основном запрашивают учебную литературу, справочники, энциклопедии. Во всех библиотеках работают краеведческие отделы. Сотрудники с сожалением отмечают, что на ингушском языке книги читают мало. Основной контингент читателей у нас – это учащиеся и студенты. Есть взрослый контингент читателей, есть дети дошкольного возраста, приходят с родителями. Во время летних каникул у нас очень много бывает читателей. До школьного возраста бывает, но так как они готовятся к школе, родители приходят с ними в библиотеку, записывают их, и сказки, берут они сказки там. Ну, у нас мало литературы для дошкольников, но тем не менее младшего школьного возраста есть литература у нас, сказки для младшего школьного возраста, для читателей младшего школьного возраста. Вот они берут эти книги. В конце каждого года во всех библиотеках составляются планы мероприятий на следующий год. На них приглашают представителей районных администраций, местных жителей и коллег из библиотек республиканских ЦБС. Мы не упускаем ни одну дату, которая у нас календарь знаменательных дат. Мы стараемся учесть все даты, все мероприятия, которые всех юбиляров, в особенности мы работаем с писателями, вот даты всех писателей, классики, зарубежной классики мы стараемся охватить. У нас проходят массовые мероприятия, это круглые столы, тематические, литературные, вечера поэзии. В зале, вот, где у нас проходит мероприятие, в зале не то что сесть, стоять места не бывает. Вот ваши коллеги к нам приезжали, ну там стоять практически места не бывает. Очень много жителей села, очень много школьников приходит. С администрации, со всех сел. Обычно, когда у нас мероприятие, вот такое обширное мероприятие, мы приглашаем всех наших сотрудников сельских филиалов. Макка Евлоева с удовольствием рассказывает о библиотеке сельского поселения Алиюрт, которая работает с 1957 года. Это одна из самых лучших библиотек Назрановского района. В 1990 году было построено вот это здание, и наша библиотека переехала вот в это помещение. И с 90-го года по настоящее время библиотека находится в помещении администрации села. Сельская библиотека в Алиюрте для нас она имеет очень важную роль, потому так как у нас вот это единственное место досуга в селе, нету других ни кружков, ни дом культуры, где бы односельчане, школьники, студенты могли провести свой досуг. Здесь очень много приходит читателей, это в основном студенты и школьники. Но литература здесь, у них выбор здесь большого. Но хотелось бы, чтобы зал у нас побольше был, читальный зал, хотелось бы, чтобы побольше был. Здесь даже создан небольшой музей, куда жители села приносят предметы старины, доставшиеся им от дедушек и бабушек. Вот приходят наши читатели, жители села, вот приходят в библиотеку, вот видят вот эти вещи, ой, я тоже из дома принесу. Вот то-то, то-то принадлежало, вот это то нашей бабушке принадлежало. Вот это, например, вот этим утюгом бабушка гладила. Ну, очень интересный утюг. Сюда вот бросали угольки, вот эти угольки разжигались внутри, этот утюг грелся, и этим утюгом гладили одежду. Сотрудники библиотеки отмечают, что глава местной администрации Рашид Гагиев оказывает огромную помощь в работе и всячески поддерживает любые инициативы. Глава сельского поселения Гагиев, он даже был обеспокоен тем, что библиотеки могут закрыться, библиотека сельского поселения может закрыться с моим визитом, да. Он меня просит и говорит: девушка, ради бога, я вас очень прошу, населению нужна библиотека, сделать все возможное, чтобы эту библиотеку не закрыли. По поручению правительства Национальная библиотека Ингушетии ежегодно проводит проверку деятельности всех муниципальных библиотек. Света Сурхоева по итогам проверки за 2014 год отмечает, что в библиотеках работают высококвалифицированные кадры с огромным опытом работы, но материально-техническая база оставляет желать лучшего. Основная проблема всех библиотек Ингушетии – это отсутствие помещений. Практически все библиотеки располагаются в приспособленных либо арендуемых помещениях, работу в которых, как мы видим, невозможно построить в полном объеме. Большая часть библиотек располагается в небольших помещениях, которые предоставляют школы, дома культуры либо местные администрации.
У нас самый вот такой главный вопрос – это вопрос помещения. Вот просто возьмем вот эту библиотеку ЦБС. Здесь у нас вот в этом кабинете находится и методико-библиографический отдел, и читальный зал, и хранилище, и абонемент. Все здесь находится. А для этого нам нужно было расшириться, нужны были еще квадраты, ну, чтобы большая библиотека была. И у нас во всех филиалах, почти во всех филиалах та же самая картина. Есть у нас Газиуртовский филиал, там вообще библиотека находится не приспособлена для фонда помещений, вообще не приспособлена, аварийное состояние. Ася Алхастова отмечает, что отдельных детских библиотек в республике нет, хотя они населению необходимы. Также, на ее взгляд, существующие библиотеки не отвечают всем требованиям, и их постепенно надо расширять и модернизировать. Если подумать, куда сегодня можно пойти посидеть? Вот мы делаем очень хорошие мероприятия для нашего подрастающего поколения. Да? Мы проводим вот такие круглые столы, встречи молодежи. Вот у нас планируется в декабре месяце библионочь провести совместно с молодежным комитетом. Вот спрашиваете, вот интересно же, да, ребенку пойти, а на сегодняшний день куда? Если задать такой вопрос, чтобы где-нибудь посидеть, вот после занятий куда-нибудь пойти, в кафе, куда пойдешь ты сегодня? А к нам можно. На вопрос о том, стало ли количество читателей уменьшаться с появлением интернета и других современных технологий, сотрудники библиотек в один голос отвечают, что книга никогда не потеряет своего значения и красоты в глазах читателя. Книга – это живое слово. Мы можем с интернета скачать какой-то материал, но все равно дети приходят, читают, берут у нас книги. Хотя все есть, новые инновации, все, компьютер, интернет. Но все равно приходят, читают. Как читали, так и читают. То, что говорят, что библиотеки посещают ли или не посещают, я думаю, что это миф. Есть, будут библиотеки, будут их посещать, будет интересно нашей молодежи и старшему поколению. Особенно интересна вот детская аудитория, которая у нас посещает детские библиотеки. У меня был читатель недавно, молодой парень, ему было 24-25 лет. И он у меня спрашивает книгу. Есть ли у вас книга Эрнеста Хемингуэя «Старик и море»? Я говорю, вот эта книга у меня есть. У него планшет в руках. Просто поинтересовалась, думаю, а странно, что вы эту книгу не прочли в интернете. Вы знаете, что он мне ответил? Такой молодой парень, видимо, такой, ну, образованный такой. Я, говорит, хочу почувствовать запах этой книги. Я хочу почувствовать запах этих листков. Он меня прям поразил. Вот эту книгу он взял, сел, начал читать, взял с собой книгу, унес и через 3 дня мне эту книгу. Библиотечное дело Ингушетии имеет почти 100-летнюю историю, но состояние библиотек сегодня оставляет желать лучшего. Помещений не хватает, а в существующих нет условий для хранения книг и работы с читателями. В 2015 году планируется открытие Альтиевской муниципальной библиотеки современным оснащением, а также переезд Национальной библиотеки в новое здание в Магаз, где будут все условия для полноценной работы. Сотрудники централизованных библиотечных систем выражают надежду, что помощь в строительстве столь необходимых для общества учреждений в будущем будет осуществляться не только органами власти, но и частными лицами. И жители Ингушетии будут иметь возможность получать знания в уютной атмосфере современных библиотек.